Летние каникулы в разгаре, и для многих семей остро встал вопрос, чем занять своих детей. Малоимущие кыргызстанцы не могут отправлять своих чад на курорты или устраивать им дорогостоящий досуг. Пенсионерка Лилия Изолева внучку определила в летний лагерь при школе. Не разговаривать грубо, там надо книжечки читать, там надо какие-то игры. Последнее наставление перед выходом из дома. Женщина считает, что лучше девочке находиться под присмотром воспитателей, чем целыми днями слоняться без дела. Мы детей не можем полностью дома воспитывать, и мы на работе бываем, у нас свои хозяйственные дела, а там ребенок туда приезжает, и он полностью под надзором прекрасных воспитателей. Они накормлены, у них дисциплина, у них режим. Веселые старты и образовательные экскурсии по городу – это лишь часть программы, предусмотренной организаторами. Воспитатели с удовольствием занимаются и играют с детьми, часто выбираются на природу. Предметы в основном мы изучаем окружающую среду. Показываем, что можно, что нельзя, как растут растения, как можно общаться, что можно ломать, что нельзя ломать. Ульяна в таком лагере не первый год. Учиться во время каникул для нее удовольствие. Девочка внимательно слушает то, что говорят воспитатели, и активно отвечает на вопросы. Поход в кино – это самое любимое занятие. Просто с собой книгу ношу, сама читаю. Играем мы, на экскурсии, в кино ходим. Очень люблю свой фильм, только мы еще не смотрели, там «Участок». Там у меня самый любимый актер, Безруков, с его собакой. По инициативе городской администрации летние лагеря открыты почти во всех школах Аша. Сюда берут детей из малообеспеченных семей. Дети – это наше будущее, говорят чиновники, и о них надо достойно заботиться.